самого Нугна и до сюда. И сколько примерно времени тратите? Вот сегодня, грубо говоря. 3 часа. Александр Емельянов работает дворником всего 3 года. В этом радовался долгому отсутствию осадков, но за прошедшие сутки на Казань обрушился сильный снегопад. И наступил день дворника. Тяжеловато немножко, Тяжеловато? потому что по 2, по 3 раза убираю в одном месте. То есть только убрали, он опять выпал, да? С трудностями столкнулись и участники дорожного движения. Ехать что-то тяжело уж, снег, тормозить трудно. Летом было лучше намного. За минувшие сутки на дороге раскидали 1200 тонн соли и песка. Всю ночь на главных дорожных артериях Казани работали почти 500 рабочих и 459 спецмашин. Работы идут и сейчас. Сегодня днем на уборку Казани вышло 459 дорожных рабочих и 273 единицы спецтехники. Вывоз снега осуществляется практически в каждом районе Казани. Такому снегопаду радуются только горожане. Говорят, настроение сразу поднялось. Очищает воздух. А то было, знаете, без снега было, как будто, знаете, зима, а снега нет. Все, Это прекрасно, когда снег идет. Надо на лыжах покататься, я думаю. Я уже готовлюсь. Лыжи уже готовы, все, прочее. Как же надо покататься? Когда же еще? Остается еще январь, там февраль уже начнется опять таяние. Долгожданный снегопад пришел с юга страны, и он у нас надолго. Осадки в предыдущие сутки наблюдались не такие интенсивные за счет того, что до этого снега не было, кажется, что очень много снега. А на самом деле осадки больших до умеренных. Максимальное количество в республике за прошедшие сутки составило всего 4 миллиметра. Уже в пятницу ситуация изменится. Во время прохождения холодного атмосферного фронта температура понизится до -8. При смене погоды будет идти снег, и ветер усилится до 22 метров в секунду. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.